Вот у нас в Таджикистане не разрешают читать намаз по сунне. В мечети, например, если ты делаешь раф'уль ядайн, тебе посадят за это в мечети читать намаз без сунны или дома по сунне. Брат мой, если именно за то, что ты руки не поднимаешь, если имам этого делает, идет, рассказывает этим ментам, этим залимам, этим тагутам, что такой-то человек в мечеть приходит, но он руки поднимает, и через него, если сажают, такой мечеть вообще не ходи, и за таким имамом не молись. А если не имам это делает, тогда, да, имам Абу Ханифа, он даже говорит, нежелательно руки поднимать. Он говорит, некоторые сподвижники пророка, которые были в Куфе, когда имам Абу Ханиф тоже оттуда же был, с Ирака, они не поднимали, это не поднимаешь. Но есть достоверные хадисы, что является сунным поднимать. В таком форме, за то, что ни имам не стукачит, просто другие кто-то стукачит, прийти в мечеть, не поднимав руки, за ним молиться, это лучше, чем дома самому отдельно молиться. Если имам это делает, имам стукачит и против мусульман работает, вместе с тагутами, тогда за таким имамом вообще не молись. Как муфти говорит Дагестана, имам и участковый должны вместе работать. Это не имам, это тоже такой же нештатный рабочий этих тагутов. Если такой имам вместе сотрудничает с участковым вместе против мусульман, в мечети сколько человек пришел, кто в мечети руки так не поднял, как в мечети как что-то делал, в мечети не те уроки дает, это с участковым сотрудничает и притесняет мусульман, за таким имамом тоже нельзя молиться. Тот человек, кто говорит, участковый и имам должны вместе работать, этот человек не имеет отношения к религии Аллаха Субханаху ва Тааля. Это отношение, этот человек защищает религию Путина или других тагутов. Их кресло он защищает. И также, пускай разницы нет, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, все они одинаковые тагуты. Кто вместе с ним работает и мусульман притесняет, за таким имамом нельзя молиться.